Давайте посмотрим, каким образом можно добавить учетные записи в почтовую программу Microsoft Outlook. Для этого мы, находясь в Outlook, перейдем в меню «Параметры» и выберем пункт «Учетные записи». Как мы видим, на текущий момент учетных записей у нас нету, поэтому мы добавим первую учетную запись, нажав вот на эту кнопку добавления учетной записи электронной почты. Далее нам будет предложено ввести адрес электронной почты. Мы попробуем ввести почты, расположенные на разных сайтах. Первый будет Gmail. Вводим адрес, нажимаем «Продолжить». После чего нас переадресуют, как мы видим, на сайт Google с необходимостью подтвердить доступ к приложению Outlook. Мы выбираем свою учетную запись, нажимаем «Разрешить» и возвращаемся назад в Outlook. Происходит добавление учетной записи. И готова, учетная запись добавлена. Мы видим, что у нас в списке учетных записей появилась наша запись Gmail и есть ее настройки. Если мы хотим добавить еще одну учетную запись, нам необходимо нажать значок плюс в левом нижнем углу и выбрать пункт «Создать учетную запись». Следующая почта, которую мы добавим, будет на Яндексе. Мы видим, что появляется кнопка «Выбрать поставщика». Если мы нажмем ее, то нам предложат выбрать одну из возможных настроек. По умолчанию добавлены вот такие варианты: Office 365, Outlook, Exchange, Google, iCloud и Yahoo. Это те варианты, которые настраиваются чуть более просто. Все остальные попадают вот в эту категорию IMAP или POP. И использовать мы будем ее, но для этого нам не нужно ничего специально делать. Мы просто добавили адрес и нажали «Продолжить», и автоматически произошла проверка, что наш почтовый ящик не подходит ни под одного из провайдеров, поэтому будет настроен по протоколу IMAP или POP в зависимости от нашего выбора. IMAP является более современным, поэтому оставляем его. Электронный адрес наш уже прописан, нам осталось ввести пароль. И Яндекс рекомендует поменять SMTP-порт на 465. С тем, который указан по умолчанию, тоже работает, но, следуя инструкциям Яндекса, указываем тот, который Яндекс рекомендует. Нажимаем «Добавить учетную запись». Нам пишут, что учетная запись добавлена. И как мы видим, здесь несколько больше настроек, чем было у Gmail. И третий ящик, который мы добавим, будет на Mail.ru. Точно так же левый нижний угол, кнопка плюс, создать учетную запись. Указываем наш ящик на Mail.ru. Нажимаем «Продолжить». Далее нам нужно будет ввести пароль. И также Mail.ru рекомендует поменять порт на 465. Нажимаем «Добавить учетную запись». Готово, учетная запись добавлена. Итак, у нас есть 3 учетные записи. Как мы видим, верхняя идет по умолчанию.
Здесь подписана учетная запись по умолчанию. Ей становится та запись, которую мы добавили первой. Если мы хотим, чтобы учетной записью по умолчанию стала какая-то другая, мы выбираем ее. Затем здесь внизу выбираем колесико по умолчанию. Теперь по умолчанию у нас учетная запись на Яндексе. Если мы захотим учетные записи удалить, мы выбираем ту запись, которую нужно удалить, и в левом нижнем углу нажимаем минус. Далее нужно будет подтвердить действие. Так можно проделать со всеми учетными записями. Обратите внимание, что учетные записи могут синхронизироваться между устройствами, и нас спрашивают, удалить ли запись только с этого компьютера или же со всех устройств. Для удаления записи со всех устройств требуется чуть больше времени, как мы видим. Последнюю запись также можно удалить таким же образом. И теперь у нас записей электронной почты никаких не осталось. Мы можем приступить к настройке заново. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.